Мы продолжаем информационный вечер на телеканале АТР. Меня зовут Севгиль Мусаева. В эфире программа «Прайм». И сегодня в студии у нас политолог международный, директор Евразийской демократической инициативы Питер Залмаев. Также чуть позже по телефону с нами на связи будет из Варшавы очень известный экономический аналитик и экономист Владислав Иноземцев, доктор экономических наук. Сегодня в программе мы планируем обсудить список, кремлевский доклад, который вчера опубликовало Министерство финансов, та тема, которую обсуждают уже второй день и украинские, и российские средства массовой информации. Думаю, Питер тоже расскажет о том, о какой-то американской стороне вопроса, да, что этот список может означать на практике. Владислав, думаю, нам сможет рассказать, как пострадают в том числе российские олигархи, которые попали в этот список, который, кстати, хочу отметить, не является санкционным. Также мы принимаем звонки в студию 073 419 41 58, 067 963 81 32. Звоните нам, и Питер, и, думаю, Владислав чуть позже смогут ответить на все интересующие нас вопросы. Питер, добрый вечер. Добрый. Рада вас приветствовать. И хотела бы представить телезрителям вас, потому что у вас достаточно необычная биография. Вы гражданин США, но при этом, насколько я знаю, вы родились в Донецке и в каком-то юном возрасте уехали покорять США. Это была такая, как бы, наверное, American Dream, да, в чистом виде. Расскажите, как так получилось, что вы закончили там Колумбийский университет, но все-таки в какой-то момент решили вернуться в Украину. В каком году это произошло? Ну, если мы начинаем по порядку, то уехал я в 94 году, и это скорее... Сколько вам тогда было лет? Мне было 18. Только-только исполнилось 19, и, соответственно, для меня это было не только вот поездка покорять Америку, но это было на самом деле бегство от чего-то вот такого вот одинакового, провинциального, что ли. Я всегда, всю жизнь себя ощущал таким глобальным человеком, который вот рожден, чтобы ездить, путешествовать, передвигаться. Я человек движения. Ну и это при первой возможности воспользовался этим и уехал по стипендии учиться в штате Теннесси. Учился я на факультете, я бы так сказал, религиоведения. На самом деле это был такой период жесткой индоктринации в такую отдельно взятую консервативную секту. Такой сектор вы выбрали? На самом деле, уже, если вы помните, начало 90-х годов, 90-х до 92-93 года, это такое было время волн проселитизма, то есть волн миссионерских кампаний по всему бывшему Советскому Союзу, в том числе Россия, Украина. То есть на мой родной Донецк к тому времени уже 2 года, как приезжали группы миссионеров из различных деноминаций, в том числе из деноминации вот Церкви Христова, так называемой. И я вот нанялся на одну такую компанию в качестве переводчика и втянулся в дело, подружился, познакомился, приобщился, что называется. И это, понятно, в 93 году было очень интересно для молодого, совсем молодого, неопытного постсоветского паренька. Вот такое дуновение Америки вот, и религии, это было нечто. Для меня эта религия и Америка были неразрывно связаны. То есть для меня идея Америки не существовала отдельно от этих миссионеров. То есть когда я приехал в Америку уже впоследствии, мне было удивительно увидеть курящих и пьющих людей, потому что мое представление американцев было. Я почему-то вспомнила фильм «Стиляк», где, когда приезжает уже человек, который главный герой, один из главных героев фильма, да, и рассказывает, что Стиляк в Соединенных Штатах не было. Вот приблизительно так какие-то такие вот ассоциации у меня возникли. Чуть позже, я так понимаю, что вы поступили еще в Колумбийский университет и на факультет именно политологии. Достаточно, на самом деле, достаточно позже. Это уже было, я закончил в 99-м, переехал в Нью-Йорк. Из Теннесси это тоже было мечтой моей жизни. Я всегда знал, наверное, с 7-летнего возраста, что я буду в Нью-Йорке. Это вот как бы, ну я это себе рисовал. И в 99 году переехал, и на самом деле у меня была куча разных работ. Я начинал от официанта в разных аргентинских стейкхаузах и вьетнамских ресторанах. Мне кажется, любой человек, который едет покорять Америку, он работает официантом, конечно, это обязательно какое-то условие. Чем я только не работал, и потом я поступил в правозащитную организацию, я возглавил там программу стран бывшего Советского Союза. Я курировал, в частности, Кавказ, Центральную Азию, Беларусь.
Украина была очень обследована, почти не занимался. И с 2000 по 2006 год я был вот в этой правозащитной организации, одна из самых старых, крупных правозащитных организаций в Америке. И уже в 2006 году я по окончании, вот уже после работы в этой структуре, поступил в Колумбийский университет, где закончил получил степень Masters of International Relations, мастера международных отношений, специализация регион, вот Россия, Евразия, Восточная Европа и международная экономика. Украина как появилась вот в вашей биографии, вернулась, скажем так, в вашу биографию, потому что, насколько я понимаю, вы не так давно приехали сюда и здесь работаете. Почему все-таки сделали выбор в пользу Украины? Насколько ваше нынешнее присутствие будет долгосрочным и что здесь вы, собственно говоря, изучаете, в том числе и как директор Евразийской демократической инициативы? Ну, опять-таки, для меня это было возвращением. Я, вот, работая в этой международной правозащитной структуре, которую рассказывал, занимаясь всеми этими странами, я всегда ощущал такую вот нехватку, или, может быть, даже ущербность, если можно так выразиться, в своей работе. Как бы все было прекрасно, ездил, знакомился, занимался, но вот эта брешь, Украина, она вот ощущалась очень остро, что я занимаюсь всем, кроме Украины. И я чувствовал, что, естественно, будет рано или поздно... Родственники у вас в Донецке остались? Ну, родственники, у меня там семья была до начала военных действий, на самом деле. У меня связь с Украиной оставалась до последнего, и я туда как бы, при любой возможности летом я проводил отпуск в Донецке, в родном. Поэтому для меня это было естественным, тоже к этому шел последовательно, мне кажется, вот сейчас уже, да, с позиции прошедших лет я чувствовал, что к этому все и шло. И теперь я нахожусь здесь и используя свой наработанный опыт работы не только в западных странах, и с западными институциями, с международными организациями, но также и с нашим всем бывшим СНГовьем, что называется. Как бы, поэтому я считаю, что я здесь в правильное время и в правильном месте. А когда вы приехали? Вот сразу же после наездами, такими уже длительными, я начал посещать Украину. Буквально сразу после аннексии Крыма я стал включаться в международную работу по освещению этой тематики. Я буквально 3 марта 2014 года я выступил на канале CNN International, где прокомментировал факт аннексии. После этого часто выступал на BBC World News. Я веду колонку все эти годы на сайте Аль Джазира. Поэтому в международном плане я тоже очень активно занимаюсь Украиной. И вот и с тех пор я приезжаю активно, занимаюсь здесь не только политологическими вопросами, но также являюсь членом Украинской еврейской зустричи. Это такая организация, которая занимается вопросами украинского еврейства. И вот, допустим, в прошлом году я был частью проекта по 75-летию трагедии в Бабином Яру. Но вот уже почти год прошел, как я в Киеве провожу больше половины времени, открыл свое здесь представительство, поэтому я считаю себя сейчас... Представительство демократической инициативы. Да, еврейской инициативы. Чем занимается эта организация? Можете рассказать нашим зрителям? Да, организация занимается отслеживанием политических процессов с уклоном в сторону агитации за демократический уклад, политический уклад. То есть я считаю себя достаточно либеральным в этом отношении. Я последователь либеральных западных ценностей, демократических ценностей. Все, что сейчас не модно, скажем так, да, последний год-два. И кроме Украины занимаемся еще очень плотно Казахстаном. В частности, сейчас в Центральной Азии идут очень серьезные процессы. И имеет место кризис власти, в частности, вот Казахстан, стареющий президент Назарбаев, проблема отсутствия преемника, проблема погрязших в клептократии политических элитах. То есть и факты, как быстро они теряют политический капитал и легитимность в глазах народа. Поэтому мы помогаем, мы работаем и с оппозицией, живущим в изгнании, с тем, чтобы помочь процессам демократизации в этих обществах и, в частности, подготовиться к периоду смены власти. Я напоминаю, телефоны нашей студии 073 419 41 58, 067 963 81 32. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю. Скоро также к нашей беседе подключится известный экономист российский Владислав Иноземцев. Он находится в Варшаве, и мы услышим его телефон. С вами, Питер, я хотела бы поговорить. Да, вчера был опубликован кремлевский доклад. Министерство финансов его опубликовало. Это не санкционный список, это тоже важно
отметить, потому что многие его восприняли именно как санкционный список, но на самом деле лично я его как бы воспринимаю как какое-то последнее китайское предупреждение и вот как бы как желтую карточку Кремлю. Давайте посмотрим сюжет, который подготовила наши журналисты относительно того, каким образом этот кремлевский доклад готовился, кто в него вошел и чем чревато вхождение в список приближенных олигархов Путіна. У Москві одразу заговорили, таким чорним списком Білий дім окреслив перелік своїх ворогів. Загалом туди потрапили ледь не всі наближені до Владимира Путіна особи – його апарат, Держдума та Кабмін. А ось в компанію олігархів потрапили Олег Дерибаска, Роман Абрамович і брати Аркадій та Борис Ротенберги. Їхні статки – понад $1 мільярд. Сам Путін трохи згодом заявив, Москва поки відповідати на цей чорний список не буде. За каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, всех 146 миллионов занесли в какой-то список. Но это, безусловно, не дружественный акт. У документі є як особи, які вже фігурували у санкційних списках, так і ті, кого там раніше не було. Це не означає, що всі ці люди та компанії потраплять під нові санкції. Проте це такий собі сигнал репутаційного характеру. Сполучені Штати вважають, що, по-перше, Росія порушує фундаментальні принципи міжнародного права, і, по-друге, що Росія намагається системно руйнувати функціонування демократичних інституцій в цивілізованому світі. Позитивним його вважає і президент. Розраховуємо на відповідні рішення і з боку наших європейських партнерів для зміцнення спільного трансатлантичного фронту. Сила санкцій стає більш міцною і впливовою. Накопичувальний ефект обмежувальних заходів неминуче і впевнено обмежує апетити агресора. В Меджлісі кримськотатарського народу доповідь американського Мінфіну називають ще одним кроком до деокупації Криму. На думку глави Меджлісу Рефата Чубарова, цей чорний список може бути навіть ефективнішим, ніж нові санкції. Я прогнозую, що подавляюча більшість тих людей, які в цьому списку, вони будуть такими, яким не пожимають руки. Такий безжалісний, такий, знаєте, кнут Вашингтона, він піднявся, але завис. І в будь-який момент цей кнут може такою силою опуститися, що це кубло буде розігнане остаточно. Список. Да, мы возвращаемся в студию. Питер, список ждали все, да? Все ждали этого кремлевского доклада. Многие говорили, что там будет около 300 фамилий, фамилий 210, да, из которых 114 это чиновники, 96 олигархов, да, что действительно очень большая цифра. Лично вас чем этот список удивил? На самом деле немногим обратил внимание тот факт, что список составлялся не совсем логично и не в соответствии с поставленной целью, а это бить непосредственно по окружению Путина, которая так или иначе имела отношение к агрессии против Украины. И, как заметили многие комментаторы, в том числе из числа российской оппозиции, в том числе российской оппозиции в изгнании, вот это его непоследовательность списка, как вот его, знаете, тот же Песков окрестил это такой вот телефонным справочником Кремля, кто-то называл это списком Форбса, учитывая, что все абсолютно члены российского списка Форбса, они присутствуют в этом списке. То есть, учитывая эти факты, просто непонятна доля экспертной работы в его составлении. Поэтому многие заявляют, что он может и возыметь и обратное действие, сплотив еще больше элиту вокруг Путина, потому что не бьет по тем, по которым должен бить. Кто-то присутствует в списке, кто-то нет. Полностью все руководство Альфа-банка присутствует, а на Бибулина, допустим, не присутствует. Уже появилась информация о том, что этот список готовился, ну, скажем так, по пыхах и был заменен в последний момент. Например, об этом сказала Андерс Салслун, директор Atlantic Council.
Как вы думаете, почему список вышел таким, именно вот каким он вышел? И вот список олигархов, действительно, он меня, честно говоря, очень удивляет, потому что, безусловно, там есть люди, которые входят в ближайшее окружение Путина, те же Ротенберги, которые являются фактически его кошельками. Но при этом там много людей, которые занимаются, например, IT-бизнесом, и которые в целом, ну, наверное, вряд ли их можно причислить к окружению Путина, но тем не менее они в этом списке есть. Про Евгения Каспецкого, надеюсь, ты не говоришь сейчас, потому что Каспецкий как раз заслуженно я как раз таки заслуженно находится. Безусловно, да, есть ряд других фамилий, ну, которые лично вызывают такое, как, не то что удивление, но интересно, почему они туда вошли. Я слышал такое мнение, что вот и именно говоря вот о заявлении вот Андерса Асланда, да, что вот пренебрегли таким экспертным мнением именно намеренно, чтобы показать, что мы сами с усами и сами знаем, кого включать, кого не включать. Потому что была информация, судя по всему, были и другие имена, и список выглядел по-другому. С другой стороны, это гадание на кофейной гуще, мы не можем точно сейчас сказать, почему так произошло. Но мне так кажется, что туда просто внесли людей, состояние которых составляет больше $1 миллиарда. В этом принципе, тоже... в объяснительной записке к списку этот факт также упоминается. Что... В этом есть, наверное, можно на это посмотреть как вот месседж сам в себе. Это есть вот такой вот предупредительный выстрел, который говорит о том, что все люди, все миллиардеры, да, автоматически, все члены списка Форбса российского по определению это люди, держащие кремлевский общак, что называется. Тот же Дерипаска, все олигархи. То есть в этом есть, в принципе, наверное, свой, мне кажется, смысл. Какой-то такой месседж, что в современной России люди не могут без политической крыши заработать такой капитал. И таким образом, да, участвуя во всех кремлевских схемах, они таким образом причастны ко всем политическим грехам и прегрешениям Кремля, в том числе агрессии против Украины. Раньше в санкционные списки попадали действительно люди из ближайшего окружения, люди, которые принимали решения относительно, там, как, в том числе Донбасса, аннексии Крыма. Появление бизнеса, скажи, пожалуйста, вот экономически правильно ли говорить, что таким образом Россию тоже принуждают к каким-то уступкам, и какие уступки это могут быть? В плане бизнеса? Да, в первую очередь. Я думаю, в первую очередь это talking point, то есть это именно повестка дня Кремля. Вот только что мы видели сюжет и выступление, и комментарии Путина. Понятно, что он пытается переложить на абсолютно все население России, то показать, что это бьет по нам, опять-таки таким образом еще раз отождествляя себя, свою вертикаль власти со всем народом российским. То есть я – это Россия, понимаете, да? И, соответственно, говорить сейчас об возможном таком вот торге за преференциальное какое-то вот пространство, бизнес-пространство в России или в регионе, это тоже, мне кажется, вот такая формулировка больше Кремля, который уже много лет трубит о том, что на самом деле все эти козни против России с целью Россию, во-первых, окружить и ее обезоружить, да, потому что вот матушка Россия, огромная территория, все на нее зарятся, все нас хотят. И святое дело, вот наша святая обязанность защищать Родину-мать от посягательства внешнего врага. Ну, лично вот ваше мнение, этот новый шаг будет чувствительным для Кремля? Вот вы уже высказали свое мнение, что это наоборот заставит элиту сплотиться и каким-то образом действовать в интересах Путина. Но если допустить такую ситуацию, что все-таки все эти фамилии будут внесены в санкционный список, и в отношении них будут введены санкции. Смотрите, как это повлияет на Кремль, как это повлияет на состояние тех же олигархов? Сегодня уже была новость, что из-за публикации кремлевского доклада состояние российских олигархов, которые фигурируют в списке, уменьшилось на $1 миллиард. Вот. Кстати, если просуммировать все состояния всех олигархов, которые находятся в кремлевском докладе, оно составляет $383 миллиарда, что, собственно, конечно, очень большая цифра. Ну, во-первых, я не говорю, что это мое мнение насчет вот этого сценария, что элита сплотится еще более плотным кольцом вокруг Путина. Это вот то мнение, которое имеет место быть и высказывается многими, вот, в том числе российскими оппозиционерами. И я считаю, что это вполне логично так рассудить, учитывая тот факт, что 4 года уже как санкции были приняты. И вы знаете, как минимум 20, я слышал цифру 20-25 из фигурантов этого списка сейчас, они уже под санкциями все 4 года. И насколько, вот кто, назовите мне одно имя, а другое дело 96. Назовите мне одного человека из этих 25,
которые бы вот отмежевались от Путина, уехали бы из олигархов его. На кого это подействовало? Я вот не могу сейчас Нет, назвать этого я человека. не понаслышке даже знаю, что все эти люди очень сильно страдают, и в том числе как бы их образ жизни очень сильно изменился после того, как были введены санкции. Страдают, Вы прекрасно да, понимаете, Питер, что я имею в виду, когда ты не можешь и свободно передвигаться, когда арестованы счета твоих компаний. То есть это, конечно, накладывает дополнительные трудности на людей, которые, в принципе, привыкли к другому образу жизни. Да, это имеет место. Тем не менее, посмотрите, за последние 4 года самые одиозные, наверное, фигуры кремлевской шайки-лейки, скажем так, тот же Дмитрий Киселев, да, это одиозный телеведущий, рупор Кремля. Его можно увидеть прогуливающимся по улочкам европейских городов, делает свой шопинг, точно так же, как и Дмитрий Песков, понимаете, то есть, как бы, я не вижу, что, как бы, да, понятно, что у Ротенбергов заморозили и наложили арест на какие-то итальянские виллы, но так у них их много на самом деле. Никто не говорит, что эти санкции не кусучие, когда мы видим эти бахвальства и вот тоже Путина, что как обидно, что я свое имя не увидел в этом списке, о, как приятно, что я там оказался, да, это все бахвальство, и понятно, что это игра на публику, да, это неприятно, потому что понятно, что у большинства этих людей огромные активы на Западе, большинство из них посылают своих чад учиться в западные университеты, не в китайские, поэтому это по ним бьет, но пока недостаточно, чтобы они взяли просто и сдались, что ли, или сбежали на Запад, или каким-то образом, то есть, повлияли на Путина и на его политику. После публикации кремлевского доклада появилось мнение, что в том числе таким образом Соединенные Штаты Америки передают привет России и в вопросе украинском. Я сейчас бы хотела зачитать небольшой отрывок из блога Айдара Муждабаева, нашего коллеги. Обнародование администрации Трампа так называемого кремлевского списка – это переговорный месседж Кремлю. Соглашайтесь, чем быстрее, тем лучше на встречные шаги по урегулированию ситуации в ОРДЛО. Вы, русские, вместе с Украиной, нам, честно говоря, надоели, так что давайте решать вопрос с сохранением всеми типа лица. Вы прекращаете обстрелы, соглашаетесь на ввод миротворцев, но контроль за границей не отдаете. Это бонус за понимание наших приоритетов. А со списком, если все пойдет как надо, будем что-то думать и решать. Именно поэтому Джавелины, поэтому кремлевский список был скопипащен сайтов Кремля и Форс, поэтому Волкер в последнее время усиленно созванивается и занимается фактически челночничеством. Вот ваше мнение. Присутствует ли в публикации данного списка и украинский вопрос, и насколько вообще для Соединенных Штатов сейчас украинская повестка важна? Ну, украинский вопрос – это один из двух главных вопросов. Это украинский вопрос, и второй – это факты вмешательства российских спецслужб, российских агентов, выборы, да, посредством этих соцсетей и так далее. То есть это два вопроса. То есть без украинского вопроса здесь никуда. Понятно, что он имеет непосредственное отношение. Но опять-таки, возвращаясь к оценке возможной эффективности этого доклада, этого, называйте его санкционный список, я сам в этих блиц-турнире, этих интервью, которые даю, сам скатываюсь и называю его санкционным списком, увы. И 4 года мы уже слышим эту риторику, вот с самого начала введения санкций. Питер, предлагаю прерваться, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, мы потом продолжим общаться относительно украинского вопроса. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас, представьтесь только, пожалуйста. Мене звати Дмитро Павлович, я є з міста Дубно, Рівненська область. Очень приятно. Задавайте свой вопрос, пожалуйста. Захід України. Ну тут я так дивлюся по телевізору, що санкції американські проти російських бізнесменів. А чи не пора ввести санкції проти наших злодіїв, Порошенка и его банды? Спасибо за ваш вопрос, Питер. Очевидно, он к вам. Кстати, я хочу сказать, что ходят слухи, в том числе и о том, что в украинской элите есть проблемы с получением виз, и в том числе как бы готовятся какие-то санкции за коррупцию. По крайней мере, пока фактов этих нет, но слухи муссируются, и обещали, что в ближайшее время будет какая-то новость относительно того, что какие-то представители украинской политической элиты будут внесены какие-то списки, в отношении них будут введены санкции и так далее. Но интересно ваше мнение на этот счет. Нужно ли вводить санкции за коррупцию? Повторяю, я просто должен развести плечами. Я не слышал о таком, ни о чем. Я думаю, санкции против нынешнего президента, если кто-то недоволен его я политикой, имею в виду не президента, кстати. будут следующие выборы.
Вот, и народ Украины проголосует, это и будут санкции. Изберут его на следующий срок или нет? Да, политическая ответственность, это, в принципе, вот таким образом она должна определяться. То есть люди, если голосуют или не голосуют. И понимаете, все-таки, вот смотрите, в этом потоке негатива, который мы слышим сейчас об украинском правительстве, о недостаточности реформ и так далее, давайте все-таки возвращаться на к основам, да, к основам, почему Украина это не Россия. Мы слышали это давно, еще с книги Кучмы и до этого, да. Но почему? Потому что мы можем сейчас спокойно говорить про выборы и знать, что выборы в Украине в контрасте с Россией все-таки проходят свободно, Безусловно. честно и открыто. Давайте вернемся к украинскому вопросу. Повлияет ли публикация кремлевского доклада на переговоры, которые сейчас Сурков и Волкер ведут, встречаются? Можно ли сказать, что после публикации кремлевского доклада переговорная позиция Соединенных Штатов в этом вопросе усилится значительно? Они немножко подорвали свои позиции тем, что администрация Трампа в лице спикера Госдепартамента Хедер Науэрт, они сказали, что давать силу этому списку мы не будем, потому что санкции уже приняты и они уже работают. Поэтому по сути, ситуация не изменилась, переговорные позиции сильно не изменились. Ну а если говорить про другую сторону, то мне абсолютно очевидно, что если и будут какие-то подвижки, договоренности, мы не увидим их в ближайшем будущем, потому что Кремль сделает все, чтобы не показалось так, что под давлением такой меры, да, из позиции слабости, они готовы менять свою политику. Я просто наблюдая за тем, какими принципами руководствуется Путин и его окружение, просто очень скептически отношусь, что мы сможем увидеть в ближайшем будущем какие-то подвижки в силу этого списка. Поскольку мы находимся на крымском телеканале, не могу не задать вопрос относительно Крыма. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев вчера, буквально после публикации кремлевского доклада, заявил, что кремлевский доклад – это первый шаг к деоккупации Крыма. Ваше мнение, Питер, насколько это вообще возможно и действительно ли в том числе публикация данного списка может приблизить деоккупацию Крыма? Я думаю, что для наших телезрителей, которые смотрят нас в Крыму, это немаловажный вопрос, который они часто задают. Что может вернуть Крым и могут ли санкции, если они все-таки будут введены в отношении людей, которые есть в этом отчете, повлиять на ускорение этого процесса? Тут тоже нужно понимать, что когда Мустафа Джемилев говорит, он руководствуется принципом необходимости поддержания уровня мотивации своего народа, и он руководствуется принципом государственного мужа. И мне кажется, для него, и комментируя его заявление, является главным здесь, что международное мнение и отношение по поводу де-факто аннексии Крыма не переросло в де-юре признание этой аннексии со стороны международного сообщества, в том числе Америки. Является ли это по факту первым шагом к деоккупации, это уже другой вопрос, и я отношусь к этому скептически. Никакой ни Путин точно и, возможно, ни его преемник не смогут обосновать возвращение Крыма Украине и остаться на своем кресле президента. Для России вопрос Крыма стал сакральным вопросом, это их священная корова. Да? Но то, с чем я здесь согласен с Мустафой Джемилевым, это, конечно, то, что расчет Москвы на то, что в течение нескольких лет международное сообщество будет готово, допустим, обменять Крым на Донбасс и как-то по крайней мере, де-факто признать эту аннексию, простить, снять эмбарго. Этого не произошло и, судя по всему, не произойдет в ближайшем будущем. И у нас есть новость, я ее зачитаю. Главный редактор «Страна.ЮА» издания Игорь Гужев попросил политическое убежище в Австрии. Об этом говорится в обращении интернет-издания к президенту Петру Порошенко. Мы хотим сообщить, что Игорь Гужев выехал в Вену и попросил политического убежища властей Австрийской Республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Игорь Гужев выехал в Австрию после того, как у него закончился срок мира пресечения, определенный судом, и он получил законное право покинуть Украину.
Согласно тексту, Гужва остается главным редактором издания и продолжает руководить страной за границей. Все эти меры делают нас готовыми к любому варианту развития событий. Ничто и никто не помешает нам, как и прежде, честно работать для наших читателей, рассказывая правду ситуации в стране, сказано в сообщении. Также издание «Страна» рассказывает о давлении, которое оказывают на них власти, в том числе говорит о сфабрикованных делах против Игоря Гужва. Их 5 в настоящее время. Питер, не могу вам не задать этот вопрос, поскольку вы, кроме того, что являетесь политологом, также берете активное участие, в том числе и на телеканале «Прямой», ведете эфиры какие-то. Все-таки в деле Гужвы вы больше видите политики, вы действительно видите давление на свободу слова, либо вы видите в этом какую-то историю, что человек хочет избежать ответственности. Ваше отношение к этому кейсу? Должен сказать сразу, что с Игорем Гужвой лично не знаком и не очень хорошо осведомлен об обстоятельствах его дела. Я знаю, что он был и арестован в прошлом году, следил за этим, но фактурой не обладаю и не до конца знаю ситуацию касательно его. Знаком с некоторыми из коллектива «Страна.ua», давал там даже несколько раз интервью. Я могу сказать вот единственное, что несмотря ни на что, ни на, может быть, даже серьезные обвинения, которые имеют место быть против редакции этой газеты и ее редактора, украинским властям нужно 7 раз отмерить и 1 отрезать перед тем, как подвергать санкциями журналистов, потому что так или иначе, оправданно или неоправданно, это будет подаваться как зажим свободы слова и может испортить международный имидж Украины. И в том числе международные организации уже заявляли, в том числе и на давление на газету «Страна». У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в эфире телеканала АТР. Представьтесь и можете озвучить вопрос, который вас интересует. Добрый вечер. Это Мариуполь, город. Я хочу спросить у Питера Залмаева. Ну, во-первых, поблагодарить его. У нас не так много хороших политологов. Но я такой вопрос. Вот все борются там за Крым, за возвращение Донбасса. Ну, самое, наверное, как вам кажется, один из самых главных элементов сделать Украину более свободной, более процветающей не в смысле болтовни, а бизнеса, какие-то законы упростить, более свободу людям дать, не так, как у нас. Вот это будет это самый легкий, ну, как мне кажется, элемент возвращения Крыма. Ну, а потом, конечно, переговоры. И никто этим не занимается, а только как санкции, это понятно. И еще, не скатывается ли наша Украина в средневековье, вот эти дружины. Такие дружины в Мариуполе, я против Азова ничего не имею, они освобождали город. Но были у нас случаи, эти дружины остались у нас тут, и они забили парня по подозрению, что он продавал наркотики. Ну, правда, это или нет, продавал он, нет, это очень опасная ситуация. Нельзя это попускать. Вот это же средневековье. Не 21 век, а средневековье. И в этом виноват Аваков. Спасибо огромное за ваш телефонный звонок. Ваше мнение, Питер, и относительно дружины, и относительно все-таки какого-то привлечения иностранных инвестиций. Я знаю, что не так давно вы вернулись из Давоса, где проходил Всемирный экономический форум, где в том числе велись или ведутся, и в том числе присутствовали огромное количество инвесторов. Насколько Украина использует площадку международную для привлечения инвестиций и для рекламы себя? Но учитывая, что под свое попечительство взял вопрос инвестиций непосредственно вот конфидант и правая рука президента, его бывший глава администрации Борис Ложкин, и с тех пор остается на этой должности, я думаю, что это говорит о том, что президентская администрация понимает приоритетность этого вопроса. И действительно, я был с коллегами с Прямого канала в Давосе. У нас была возможность пообщаться непосредственно с президентом и с другими членами делегации, с мэром Киева Кличко. Судя по всему, наверное, львиная доля встреч президента как раз касались вопроса привлечения этих инвестиций, в том числе в украинском доме Давоса. Это был, кстати, первый год, когда Украина была представлена отдельным павильоном. Это было, кстати, благодаря фонду Виктора Пинчука. Там выступал президент, и он выступал вместе с вице-президентом EBRD, это Европейским банком реконструкции и развития.
развития. Было заявлено о целом пакете договоренностей, присутствовало много инвесторов, в том числе это была возможность Украине показать свои инновации. Присутствовал робот София, там вы знаете, как такой вот шоу-кейс, но вокруг нее было очень много показано, насколько богата все-таки украинская земля инноваторами, умными головами. Я думаю, что время пришло для инвестиций. Что касается дружин, тоже вопрос, который интересует наших телезрителей и в целом и читателей «Украинской правды». Вызвало резонанс появление так называемых дружин. Ваше отношение к этому, насколько это уместно в воюющей стране? Многие говорят, что должна быть монополия государства на насилие. Не нарушается ли эта монополия появлением вот таких вот организаций? Вы говорите, в частности, вот то, что произошел марш, который был такой очень профессионально смонтированный, вот видео этого марша. Устрашающий, я бы так сказала. Вдоль Крещатика, да, был показан и пробежался буквально вихрем по соцсетям. Но не может не пугать на самом деле. Я не могу говорить, кто. Я вот, женщина, позвонившая, назвала имя министра внутренних дел. Я не обладаю такой информацией. Я слышал, что это может иметь отношение к батальону Азов и так далее. Но батальон Азов имеет отношение какое-то к министру внутренних дел, поэтому, наверное, наша телезрительница имела какое-то основание, в том числе и называть фамилию министра внутренних дел, но, тем не менее, ваше отношение негативное. Выглядит, я бы не сказал негативно, это настораживает. Вот мой хороший коллега, есть такой Эдуард Долинский, он отслеживает такие вот, он в частности отслеживает ситуацию с антисемитизмом, иногда, я считаю, он немножко преувеличивает, сгущает краски, но в данном случае он просто провел такой вот анализ сравнительный всех этих слоганов, то есть лозунгов, которые, судя по всему, провозглашались во время этого марша. И вот буквально можно было сопоставить несколько с нацистскими маршами еще 30-х годов, вот один в один. То есть, и рассматривать это в контексте волны такой популизма, которая захлестнула всю Европу, не только уже западную, центральную и восточную. Весь этот тренд меня, конечно же, не может настораживать. Но опять-таки тут нужно понимать масштабы этого, насколько это масштабно. И быть внимательным, чтобы не раздувать из этой, возможно, мухи слона. Но опять-таки мы не можем знать продолжение пока этой истории. Насколько это действительно серьезно, насколько этот марш представляет интересы чаяния вот, населения в целом. Мы ждем, когда с минуты на минуту должен включиться к нам телефоном в студию Владислав Иноземцев, но пока связи с ним нет. Мы будем надеяться, что все-таки удастся поговорить с Владиславом. Интересен взгляд, в том числе российского экономиста, на все происходящее. Думаю, что Владиславу, его в том числе с опытом общения с людьми, фигурантами из списка Forbes, есть что сказать. И он в том числе называл этот список немного непрофессиональным, да, в силу того, что он был составлен по непонятным критериям. Но я бы с вами хотела бы дальше поговорить немного о истории с Давосом. Был спор, в том числе и в социальных сетях, и в украинских СМИ относительно усталости от украинского вопроса, да, потому что он звучит в кулуарах Давоса уже длительное время. Вы рассказывали относительно того, что Украина была представлена в лучшем свете. Тем не менее, есть критика и в отношении того, что повторяются одни и те же месседжи, озвучиваются. Да, есть ежегодное мероприятие, которое называется «Украинский завтрак», которое финансируется Виктором Ячуком. В этом году к этому мероприятию присоединился Украинский дом. Но, тем не менее, да, вот как бы повестка не нова. Да, то есть Украина использует одни и те же месседжи. Ваше мнение, есть ли усталость от украинского вопроса, в том числе и тот факт, что Трамп не нашел времени встретиться с Петром Порошенко в кулуарах Давосского форума экономического, что он означает для нашей страны? Я бы сказал, усталости как таковой нет. Просто мы сейчас говорим о разных уровнях вообще фигурирования Украины на повестке, на международной повестке дня. Если 4 года назад говорили все про Украину и трубили, по понятным причинам в Украине началась горячая настоящая война, то понятно, что этот уровень интереса, да, невозможно поддерживать все эти годы. Даже при определенном вот уровне войны, правильно? С другой стороны, говорить о том, что интерес погас, его нет, тоже нельзя. Просто Украина более-менее нормализуется. И как бы это ужасно и трагично не звучало, факт Украины как государства, погрязшего в войне,
Кто-то называет ее внутренней, кто-то как бы называет гражданской, кто-то называет это внешней агрессией. Я, конечно же, сторонник этой позиции, все-таки это агрессия извне. То есть и нормализуется это понимание Украины тоже. Но говорить, что к ней пропал интерес, есть усталость, это не совсем правильно, потому что Украина остается очень привлекательной зоной для инвесторов. Вот на украинском завтраке в Давосе, который, кстати, тоже был организован фондом Пинчука, выступали и Кристия Фриланд, министр иностранных дел Канады, и в зале присутствовал Карел Билд, который потом впоследствии спросил украинского президента по поводу земельной реформы. И вот обратив внимание именно на вопрос земли и приватизации земли как наиболее перспективный момент развития экономики Украины. Поэтому люди очень хорошо разбираются вообще в инвестиционном климате Украины и хотят инвестировать. Но, тем не менее, земельная реформа, о которой очень много говорят, уже десятилетиями в Украине, она так и не состоялась. В том числе можно отметить некоторую напряженность в последнее время в отношениях между Украиной и международными донорами. Вы тут не назвали, в том числе, еще одного участника панели. Это Дэвид Липтон, это заместитель директора Международного валютного фонда. И сейчас, скажем так, не все гладко в отношениях Украины с Международным валютным фондом, так же, как и Всемирным банком. Вы наверняка знаете о том, что не так давно появилось письмо, которое Международный валютный фонд адресовал администрации президента, где в том числе говорится о необходимости принятия закона об антикоррупционном суде и о конкретных критериях, которые должны быть прописаны в этом законе. Звучал ли вопрос антикоррупционного суда в кулуарах Давоса? Какие мнения у западных инвесторов, у западных партнеров относительно этого вопроса? И может ли Украина, как вам кажется, в этой истории пропетлять? Потому что сейчас нынешняя администрация президента делает все возможное, чтобы избежать принятия этого закона. И потому что прекрасно понимает, что если появится антикоррупционный суд, то тогда политическая элита не сможет давать никаких гарантий и, скажем так, уязвимых в этой стране станет гораздо больше. Знаете, у меня нет такой информации насчет торможения этого закона, по крайней мере, судя по риторике президента и его выступлениям, это чуть ли не главный момент его повестки дня. Он говорил с самого начала и в интервью с журналистами, и на украинском завтраке, он говорил именно о необходимости этого суда. Причем я вам скажу, что мнения разделились. И вот уже общаясь в кулуарах и на камеру с бывшими нынешними политиками, топ-политиками европейскими, западными, высказывается такое мнение, что со стороны Международного валютного фонда к Украине выдвигаются такие иногда несправедливые, чрезмерные требования и ожидания. Что тут важно не перегнуть палку и таким потоком требований и ожиданий можно помешать вообще процессу становления государственности и развития экономики. Я не являюсь специалистом по экономике и вопросам кредитования со стороны МВФ, сразу скажу, поэтому я должен ограничиться общими, наверное, такими тезисами и обратить внимание вы помните, несколько лет назад такой обвальный кризис греческой экономики и противостояние Ангелы Меркель и греческого руководства, требования Германии затягивать пояса грекам и так далее, на самом деле подвели Грецию чуть ли не к краху вообще самого государства. Это такой может быть очень такой крайний пример того, что иногда нужно уметь выдерживать все-таки баланс между требованиями и реалией в Украине. Вот такими постоянными требованиями такой жесткой, бескомпромиссной борьбы с коррупцией, я боюсь, что иногда теряется видение украинских реалий. Тут важно, когда есть такое понятие в Америке, don't throw the baby with the water. Когда вы помыли ребенка и вы выливаете воду из ковшика, не вылейте ребенка вместе с водой. Вот это та ситуация, возможно. Я предлагаю посмотреть синхрон из Давоса народного депутата Сергея Лещенка как раз-таки об антикоррупционном суде. Друзі, це Давос, тут відбувається Всесвітній економічний форум, і сьогодні тут проходив український сніданок за участі президента Порошенка. На виступі так само був присутній Девід Ліптон, він перший заступник голови Міжнародного валютного фонду, і в своєму виступі пан Ліптон торкнувся
питань, які зараз найбільше обговорюються в українському парламенті, це створення антикорупційного суду, це боротьби з корупцією, це захисту прав власності в Україні, тому що ця тема теж часто є предметом критики. Що стосується президента Порошенка, він сказав, що не буде поспішати зі створенням антикорупційного суду, і для мене, як для депутата, це дуже тривожний сигнал, тому що створення цього суду – це вже давно перезріло завдання. Крім того, президент сказав, що тепер справа за парламентом. І це другий тривожний сигнал, тому що це означає, що він буде наполягати на своєму законопроекті, тому самому законопроекті, який розкритикували і Міжнародний валютний фонд, і Світовий банк, і українське громадянське суспільство, і журналісти-розслідувачі, і Європейський Союз. Але президент перевів стрілки на парламент, сказав, нехай він вирішує. Замість того, щоб відкликати свій законопроект і подати такий, який буде гарантувати незалежність суддів. І зрештою ще одне питання було поставлено президенту, чи збирається він балотуватися на другий термін. Він сказав, що вирішить через півроку. Моє переконання, це просто лише театральна пауза, тому що якби він справді не збирався балотуватися, то створив би незалежний антикорупційний суд, бо це прямо пов'язані речі. І ми будемо продовжувати тиск на владу для того, щоб цей суд очистив українську політику від корупції. 073 419 41 58, 067 963 81 32. Это телефоны нашей студии. У нас еще остается 10 минут, чтобы позвонить и задать свой вопрос Питеру Залмаеву. Также у нас на связи должен быть российский экономист Владислав Иноземцев. Мы пытаемся с ним связаться, но, к сожалению, из-за технических сбоев это пока не выходит. Хотя мнение, конечно, его интересно было бы узнать относительно публикации кремлевского доклада. Питер, относительно работы Украинского дома, в этом году, помимо, да, вот «Завтрак у Медведчука» еще работал Украинский дом, и я так понимаю, что это был проект иностранных фондов, в том числе там задавались вопросы, которые касались привлечения иностранных инвестиций в Украину. Насколько такой инструмент представительства Украины за границей является эффективным, и насколько вот он в этом году сработал? Ну, про то, что сработало или нет, еще рано говорить, но я вам могу засвидетельствовать, что обмен визитными карточками был очень бурный со всех сторон. То есть, в первую очередь, конечно, смысл такого павильона – это просто вот навести контакт. Даже не реклама, а просто вот человеческий контакт. Нетворкинг, да, на уровне просто человеческого общения. Потом, конечно же, присутствовали там целый ряд очень светлых голов, молодых ребят, девушек, которые показывали вот буквально в самом павильоне были такие столики интерактивные. Я такого вообще никогда не видел, абсолютно уникальные эти столики, где на них можно рисовать, на них можно пользоваться интернетом. Это был вот конкретный пример того, на что способны украинские умельцы. И в контексте вот уже на территории этого дома и проходили интервью, и велись эфиры и так далее. То есть, я думаю, для первого раза это было просто феноменально успешно. Все-таки, если возвращаться к вопросу напряженности между международными финансовыми организациями и Украиной, каким вы видите решение данного вопроса? Как Киеву снять эту напряженность? Стоит ли идти на какие-то уступки Международному валютному фонду? И будут ли, как вы считаете, эти уступки? Потому что, если честно, вот я общаюсь с людьми, которые работают и в администрации президента, и в том числе с влиятельными народными депутатами из президентской партии, чаще слышу тот месседж, что они не собираются уступать в вопросе создания антикоррупционного суда и в целом пытаются каким-то образом как можно дольше продержать эту ситуацию. В то же время часть аналитиков, часть экспертов говорит, что в последнее время Запад посылает какие-то недвузначные намеки, в том числе и президенту Порошенко, относительно того, что он должен изменить свою позицию. В том числе как бы к таким принуждению к миру называют тут же публикацию так называемого решения о Краматорского суда о спецконфискации $1,5 миллиарда. И не только это, в том числе и то, что Трамп и Порошенко не встретились на полях Давосского форума. Знаете, на самом деле вопрос, вот я общаюсь с своими коллегами, экономистами, и на самом деле не все едины в вопросе того, что, вот, необходимости, как воздух, как вода, этого антикоррупционного суда. Потому что тот же суд может потом использоваться как инструмент политического давления или при нынешней власти, или уже при власти, которая придет на смену. С другой стороны, вот многие говорят, что, допустим, какой-нибудь арбитражный суд по экономическим вопросам с присутствием международных судей
это вот может быть более эффективный механизм. Вот даже, я не знаю, слышала ли ты вот о такой тоже опции, но на самом деле свет клином не сошелся на этом антикоррупционном суде. Есть многие другие суды, которые могут еще более эффективно. Запада все-таки это очень важная позиция, которую они будут отстаивать и дальше. И как вы думаете, насколько далеко западные партнеры готовы будут пойти в отношениях с Киевом в давлении все-таки того, чтобы антикоррупционный суд был создан? Так или иначе, он будет создан. И тот же и украинский президент, как бы, несмотря на то, что вот он, наверное, не готов это сейчас еще давать ход этому, потому что это все-таки процедура, это занимает время, да, формирование этого суда, прописывание его как бы конституции как таковой, да. Тем не менее, я думаю, это будет так или иначе. Но тут нужно, я не знаю, у нас сейчас вопрос? Да, у нас есть телефонный звонок, и, кстати, говорят, что вроде как из Крыма. Добрый вечер, вы нас слышите? К сожалению, сорвался телефонный звонок. Мы говорили относительно антикоррупционного суда, и надеюсь, что человек все-таки сможет дозвониться повторно к нам по антикоррупционному суду. То есть вы думаете, что все-таки этот антикоррупционный суд будет создан, но в том виде, в котором, возможно, в каком-то компромиссном варианте между западными партнерами и Киевом? И, может быть, Киевом и реалиями жизни здесь. Как бы я не готов сильно углубляться, опять-таки, в этот вопрос, не будучи экономистом, да, но есть все равно политические реалии, которые будут реалиями для любой абсолютно власти. И у меня нет никакой уверенности, что вот нынешние политики, далеко не надо ходить, тоже Михаил Саакашвили, который сейчас, кстати, имеет очень низкие, на самом деле, рейтинги, придя к власти, будет руководствоваться какими-то другими принципами и абсолютно полностью, что называется, забьет на какие-то политические, да, мотивации, политические соображения, понимаете, чтобы просто удержаться у власти. По крайней мере, так он этими принципами руководствовался в Грузии. Я хорошо знаю Михаила. Еще, будучи в правозащитной организации, мы сначала приветствовали в 2003 году его приход к власти, но уже, вы знаете, 3-4 года спустя он был таргетом, мишенью для целого ряда правозащитных организаций, которые обвинили его в том, что он на самом деле руководствовался далеко не демократическими принципами с целью удержания своей власти. Но в целом ваш прогноз на ближайшие полгода в отношениях между Киевом и Вашингтоном, чего можно ожидать, и будут ли в том числе какие-то громкие заявления относительно коррупционных действий, в том числе и представителей нынешней власти, по крайней мере, такие намеки периодически поступают, но как вы считаете, накануне, перед президентскими выборами, будет ли это давление усиливаться? Я вам скажу так, никогда Америка, хоть это Трамп, предшественник Обама, не стоит на повестке дня Америки вопрос сливать или не сливать Украину, сдавать или не сдавать Украину, потому что Америка и прекрасно понимает, что если Украине ставятся уже чересчур уж нереалистичные такие задания, чем может грозить это Украине, чем может грозить это нынешней власти, и какой возможен сценарий развития после этого, понимаете? То есть хаос в Киеве, раздрай и усиление влияния России, а может быть даже инспирированная Россия, свержение власти, если уже будем говорить так, не в интересах западного истеблишмента и Вашингтона. Поэтому ответом на ваш вопрос будет, что мы можем видеть more of the same. То, что мы видели, это будет может быть, немножечко ужесточение риторики, ее ослабление, но кардинальных изменений здесь не будет, потому что принципиальное решение Вашингтона было принято, и оно остается несгибаемым. А это Украина в качестве союзника, Украина, нуждающаяся в западной помощи, и это с повестки дня снято не будет. Но, скажем так, западные партнеры готовы предоставлять эту помощь только в обмен на реформы. И, как мы видим, в том числе антикоррупционный суд – это одна из важных частей этой реформы, так же, как и земельная реформа, о которой мы сегодня вспоминали, так же, как и приватизации и так далее. К сожалению, не смог с нами связаться Владислав Иноземцев. Мы очень ждали разговора с ним, но по техническим сложностям не смогли с ним поговорить. Хотя, безусловно, мнение российской стороны очень важное, очень интересное. Думаю, что в следующих эфирах мы
мы попробуем все-таки узнать мнение Владислава. Нашим гостем сегодня был Питер Залмаев, политолог-международник. Спасибо вам большое за интересный разговор. Будем наблюдать за тем, как будет развиваться история с санкционными списками, так называемыми, потому что, еще раз хочу напомнить, что это не санкционные списки. Спасибо телезрителям за ваши телефонные звонки. Увидимся через неделю. С вами была Севгиль Мусаева, Прайм. До встречи.